кафедра философии и научного коммунизма. Заведующим был доктор философских наук, профессор Авксентий Львович Мординов. Он основатель кафедры, сначала основ марксизма-ленинизма, потом марксистско-ленинской философии, а потом уже кафедры философии и научного коммунизма. И мы с супругой Тамарой Михайловной как раз доцентами были приняты на работу. Я помню, тогда еще живы были старики, как мы называем их. Заместителем заведующего кафедрой был Егор Гаврилович Павлов. Вот когда я учился в Ленинградском университете в 1973 году, философской общественности фурор произвел статья Авксентия Львовича Мординова в вопросах философии. В вопросах философии до него никто из якутских философов не публиковался. И тогда, и сейчас в вопросе философии очень престижный журнал, и смеются люди о том, что они публикуют только в пределах Садового кольца людей, только вот москвичи. Таков уровень. Конечно, люди обижаются, периферийные философы, они подбирают. Но вдруг с Якутского университета профессор Мординов публикует свою статью «Актуальные проблемы развития национальных отношений в СССР». Не где-нибудь, а в СССР. Не в Республике Саха, как сейчас модно было бы, да, а в СССР. Это общесоюзная проблема. Статья фундаментальная, методологическая. Дискуссию вызвал. Были те, которые за, и те, которые против. Против выступили те, которые говорили о том, что здесь скрытая защита национального развития. Это как бы спусковой крючок процветанию национализма. Ни больше, ни меньше. Те, которые за выступали, они говорили наоборот. Он показывает, как при Советском Союзе достигается рассвет и сближение наций. Рассвет и сближение наций. И он категории сближения и слияния наций разработал. И тогда даже в некоторых регионах говорили Мординов за слияние, ассимиляцию наций в одну единую общность, советский народ. Всех собак навешали, в общем-то. Дискутировали, конференциях упоминали, но даже говорили Мордвинов почему-то, в философском факультете знали, что я из Якутии, спрашивали: слушай, ты знаешь философа Мордвинова? Я говорю: Мординова? Да, Мординова. Я по работам знаю, я говорю, я у него не учился, поэтому лично не знаком, но я по работам знаю. И знаю старшего брата писателя, на его книгах я как бы вырос в школьные годы. Я слышал, что у него младший брат фронтовик, заслуженный учитель, работает там в глухой деревне, и так далее. И как там статья, все прочее. Я там к стыду своему тогда не прочитал, и мне сказали о том, что там хорошая статья опубликована. Но там приветствовали, молодец, не побоялся. Сейчас я снова в связи с юбилейными датами и в связи с выходом книги об Авксентии Львовиче из-под пера журналиста Ивана Васильевича Борисова вновь прочитал эту статью. И я удивился. Там описывается синергетический эффект. Термина такого в помине не было, только в естествознании пользовались этим термином. Это в химии, это в физике, это в естественных процессах происходит. А он взял да описал синергетический эффект в взаимодействиях многонациональных сообществ. Просто я
просто удивился. Если оценить, использовать синергетический метод, синергетический подход, это очень современный сегодняшний постнеклассическая, да, работа была бы, да, вот это просто вот замечательно. Вот это я очень этим там возгордился. И в интервью в газете «Елтумен» это, ну, на якутском языке, несколько вот неуклюже переведя все это, я вот завесу приоткрыл, может быть, кто-нибудь найдется и подкрепит уже хорошим фундаментальным статьей. Тогда, конечно, не могли вот понять. И я потом подумал, Авсентий Егорович диалектик. Он диалектику по Гегелю и Марксу постигал. И оказалось, чем глубже постигаешь диалектику, тем выходишь за рамки диалектики. Это точно так же, такой же эффект, как ньютоновская физика, механика Ньютона, вписывается как частный случай и релятивистской физики Эйнштейна. Эйнштейн не опровергает ньютоновскую физику. Он ее дополняет и воспринимается частный случай при каких-то определенных условиях. Авсентий Егорович тогда еще, просто термина не было, тогда еще додумался до того, что его представление о сближении и слиянии наций дает синергетический эффект, ибо выходит за рамки прямолинейного толкования диалектики, как борьба классов, как единство и борьба классов, ну, принцип и то, и другое, как бы допускается. А на самом деле синергетика есть способ мышления, который воспринимает диалектику как частный случай. На самом деле изменение является универсальным явлением, способом бытия. Движение есть изменение. Так вот, диалектика очень хорошо описывает направленное изменение, которое называется развитием. Развитие бывает по восходящей, под названием прогресс, а развитие может быть по нисходящей, которая называется регресс. А вот природа-то и в обществе-то, и в мышлении так не всегда бывает. Есть хаотический период, есть изменения без направления, когда нет четкого направленности, изменение вообще как таковое. Так? Потом появляется флуктуация, и потом бифуркация, направленность берет или в ту сторону, или в другую сторону. Вот тогда в свои права вступает диалектика. Но вот каков Авсентий Егорович? И он говорит, вот дальше это будет развиваться так. Поэтому единство обеспечивается слиянием в экономике, политике и идеологии. Это Советский Союз и советская система. А вот в культуре, языке, в литературе и искусстве происходит сближение, взаимодействие, взаимовлияние, взаимообогащение, или, иначе говоря, синергетический эффект. Вот это, конечно, вот, восхитительно было. Поэтому, если каждого вот так взять вот из моих коллег, у него были свои изюминки.